братья и сестры, тема моей актовой речи – русское богословие в истории и перспективе. Вопрос, нужно ли церкви богословие, без сомнения можно считать риторическим. Однако, если мы спросим, какое богословие нужно сегодня церкви, или насколько важна для нас сегодня русская богословская традиция, то окажется, что общепринятых ответов на эти и подобные им вопросы сегодня нет. Между тем, ответить на них существенно важно не только ради настоящего, но и ради будущего. То правда, что устами отца Георгия Фроловского в 20 век провозгласил лозунг «Вперед к отцам». И, казалось бы, лозунг этот является аксиомой, особенно если вспомнить, что за ним стоит принадлежащая тому же отцу Георгию мысль о необходимости переосмыслить наследие древних отцов на языке современного человека и современной философии. Нас спрашивают, если у католической церкви и всмотримся в нее внимательно. Прежде всего, ее главный тезис о необходимости означает, собственно, быть греком. И этот второй тезис, если вдуматься, неизбежно говорит о том, что святоотеческая традиция не знает пределов времени. Высоко ценил святителя Филарета Московского. Но всякий, читавший или слушавший курс патристики в любом учебном заведении нашего Отечества, знает, этот курс кончается XV веком, этот курс кончается годом падения Византийской империи, а следовательно, мы уже 5,5 столетий подобны Ветхому Израилю, в котором со времен пророка Даниила до дня пришествия в мир Спасителя запечатаны были видение и пророк. Далее. Кому мы должны, кому мы можем доверить это творческое переосмысление отцов, этот новый богословский синтез, чтобы быть уверенными в том, что он станет именно переосмыслением, то есть новым осмыслением, а не искажением их мысли? Достаточно ли для этого только стать греком в душе? Нужна ли для этого святость? Неужели устарело правило отцов, чтобы разуметь слова святых, надо жить их жизнью? Прямого ответа отец Георгий не дает. Однако так или иначе у него остается затушеванная мысль, которую следует считать аксиомой более, чем самый лозунг «Вперед к отцам». Святоотеческим, патристическим может быть признан только тот богословский синтез, который совершен самими отцами, а не кем-то, пусть и проникшимся духом христианского эллинизма, но не принадлежащим к их числу. Придя к этому выводу, мы можем теперь оглянуться назад и вместо пропасти, невольно подразумеваемой концепции отца Георгия, увидеть ближайшую к нам вершину в ряду других великих вершин предания – русское святоотеческое богословие синодального периода. Имена его носителей известны. Это прежде всего стоящий на грани эпох святитель Дмитрий Ростовский, это святитель Тихон Задонский, святитель Филарет Московский, святитель Феофан Затворник, святой Иоанн Кронштадтский и другие. Именно они подхватили золотую цепь святоотеческой мысли, которая таким образом, благодаря им, достигла и нас. Утвердиться на этом тем более важно, что умножающееся количество текстов христианской традиции делает поиск согласия отцов с формально-научной точки зрения все более сложным. Неполнота исследования есть неизбежная критическая предпосылка всякой добросовестной науки, в том числе и патристики. И для нее, в известном смысле, неопатристический синтез отца Георгия Кларовского с его заведомо избирательным подходом есть единственный выход, позволяющий с достоинством выбраться из указанного затруднения. В этой связи заслуживает напоминания, что XX век был в нашем Отечестве веком великих мучеников и исповедников, а в диаспоре – веком замечательных патрологов. Однако, если подлинное мученичество, как и подлинная молитва, есть одновременно подлинное богословие, ведь по слову того же святителя Филарета, истина, когда за нее умирают, бывает особенно животворна, то того же нельзя все-таки сказать о богословской науке, задача которой в конечном счете обслуживать, описывать, анализировать и систематизировать предания, большое богословие Церкви. А раз так,
то на этом научном уровне, именно в силу его рациональности, живая нить предания легко может ускользнуть от взгляда исследователя или не вписаться в задуманную им схему. Другое дело, когда мы переходим с этого уровня на уровень мысли святоотеческой. Здесь задача получает принципиально другое решение, указания на которое дают нам сами отцы, непосредственно ощущавшие связующее их единство духа и, исходя из него, устанавливавшие опорные точки традиции. Причем происходило и происходит это двояким образом. С одной стороны, так святитель Григорий Палама обращался к великим каппадокийцам, преподобному Максиму Исповеднику, преподобному Иоанну Дамаскину, как своим ближайшим предшественникам. Так святитель Феофан Затворник и святитель Игнатий Бринчанинов строили свою антропологию, опираясь на тексты древних отцов пустыни. С другой, так святитель Дмитрий Ростовский, не имевший под рукой трудов святителя Николая Ковасилы и святителя Марка Эфесского, угадывал их мысль в вопросе о времени присуществления святых даров. Так святитель Филарет Московский из духа традиции почерпывал учение, развивавшее неизвестные ему напрямую тезисы святителя Григория Паламы. Если высказанное соображение верно, то, очевидно, наследие синодальных отцов следует рассматривать как таковую, ближайшую к нам в историческом времени опорную точку традиции, точку предания, минуя которую мы не можем понять ни прошлое, ни самих себя, ни дать полноценное свидетельство об истине Христовой сегодняшнему миру. Последнее соображение прояснится, если мы представим хотя бы краткую содержательную характеристику синодальной эпохи. Само ее имя указывает на церковные реформы Петра, приведшие на 300 лет к изменению высшем управления русской церкви. Однако, если вдуматься, не в этом выразилась суть произошедших перемен. Русская церковь в синодальной эпохе – это первая православная церковь, вполне вошедшая в культурное и социальное поле нового времени. Первая православная церковь, всерьез осмыслившая порожденные этим полем проблемы. Русская церковь синодальной эпохи – это впервые не церковь, открыто гонимая ненавидящим ее миром. Это не церковь, живущая освященным бытом православного царства, но церковь в обществе, все более заявляющая о себе и в государственном, и в культурном, и в бытовом отношении, как общество светское, а значит, живущее своей, далекой от церкви жизни. И если отец Иоанн Мейндорф назвал когда-то византийское богословие монашеским, в том смысле, что именно монашеское восприятие христианства лежало в основе византийской богословской традиции, то точно так же признаком, объединяющим важнейших представителей святоотеческого богословия синодальной эпохи, следует скорее считать святительство, священство в том широком смысле слова, в каком его понимал святой Иоанн Златоуст, когда, сопоставляя пастыря в миру и монаха, отдавал предпочтение первому перед вторым в силу прямой нацеленности священства, прежде всего в его евхаристическом служении на спасение, на освящение мира. И на упрек западных богословов отцу Георгию Флоровскому в том, что его стремление опереться на отцов оторвало русское богословие от проблем сегодняшнего дня, мы ответим, что если отец Георгий заблуждался, то не в том, что искал ответа у святых, а в том, что упускал ближайшее к нам звено золотой цепи. Действительно, если сегодня говорят, что категории Аристотеля, которыми пользовались древние отцы церкви, плохо понятны воспитанному на философском языке нового времени современному человеку, то отцы синодальной эпохи богословствовали уже после Канта. Они не нуждаются в переводе на язык современности, при том, что сами без переводчика умели понимать своих великих предшественников. Если формы сегодняшнего быта далеки, а все чаще и прямо враждебны христианскому отношению к жизни, то уже отцы синодальной эпохи нашли ответ, как быть христианином в этом неподдерживаемом внешними нормами традиции мире. Наконец, если нас спрашивают о богословии новомучеников, то мы можем дать ответ и на этот вопрос, обратившись к отцам той же эпохи. Хорошо известно, что византийская традиция не знала практически святых страстотерпцев, и русские благоверные князья Борис и Глеб были не только первыми русскими святыми, но и одними из первых святых этого лика в православной церкви вообще. Менее известно, однако, учение о страстотерпчестве, развитое на заре синодальной эпохи святителем Дмитрием Ростовским, который вывел универсальный закон христианской жизни, закон страстотерпчества,
вывел из частного подвига святых князей и глубокого сострадания своей измученной пастве, усвоив ей, кажется, впервые в русской традиции имя новых страстотерпцев и мучеников. Несомненно, что Христос справедливо именуется единым безгрешным, но очищенных им от первородной скверны христиан безропотное принятие несправедливых страданий также делает невинно страждущими во образ невинного страдания их Спасителя, а значит, делает их подлинными мучениками и подлинными Его последователями. Так думал, так учил святитель Димитрий и уже незадолго до смерти, назвав в свое время лютом, писал: «О, коль мнози и ныне страждут неповинные, во узах держимы, мучими, озлобляеми, убиваеми и на провежах биемы до смерти, все тии в невинности своей мученики суть Христовы, иже аще и не за Христа страждут, а бачи за самую невинность свою Христу суть любезны, и мученического венца от Него сподобляеми. Якоже сподоблены суть святые страстотерпцы российские, Глеб и Борис, и святой Дмитрий Царевич, иже аще и не за Христа пострадавшие, а бачи Его святыми мучениками прославившися, сицы и сии, иже и ныне неповинне страждущие мученики суть». Не правда ли в этих написанных в начале 18 столетия словах, 18 столетия словах есть что-то пророческое, как будто бы взятое с картины русской жизни в 20 веке? И если так, то не открывают ли они нам более глубоко смысл подвига русского народа-страстотерпца в минувшем столетии? Древняя Церковь оставила нам примеры массовых страданий христиан. Мы знаем целый легион, пострадавший за Христа. Знаем 20 тысяч никомедийских мучеников. Знаем уничтоженный гонителями христианский город. Но только 20 век и только в нашей стране явил царство мучеников, царство страстотерпцев со своим царем и патриархом, архиереями, священниками, монахами, министрами, генералами, писателями, художниками, солдатами, ремесленниками, пахарями, нищими, мужами и женами, детьми и стариками, людьми всех сословий, всех состояний и возраста. Одни из них были прямо убиты за имя Христово, другие просто умирали от голода и холода, дизентерии и тифа, становились лагерной пылью, уходили из жизни без причастия и утешения, но тоже обретали гражданство в этом поистине святом царстве. Все тии в невинности своей мученики суть Христовы, и же аще и не за Христа страждут, а бачи за самую невинность свою Христу суть любезные, и мученического венца от Него сподобляем». Вспомнить об этом, сказать об этом, быть может, особенно важно именно здесь, в этой соборной палате, где когда-то будущие граждане царства страстотерпцев собрались, чтобы выбрать себе страстотерпца-патриарха. Мы знаем, что они не ошиблись в выборе, и Господь утвердил его. Мы чувствуем свою живую связь с ними. Но чтобы понять их и себя, нам надо еще восстановить и почувствовать такую же живую связь с теми, кто стоял за ними, кого Господь в преддверии катастрофы поставил свидетельствовать о нем словом, так же, как затем поставил других свидетельствовать о нем принятием страданий и мук. Это слово отцов предреволюционной эпохи не нуждается в нашем переосмыслении. Скорее, мы нуждаемся в том, чтобы переосмыслить свою жизнь, посмотрев на нее их глазами. Тогда, думаю, мы будем более способны ответить на вопросы, которые эта жизнь ставит перед нами сегодня. Благодарю за внимание.